Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В Якутии не снижается заболеваемость ОРВИ. Много и тех, кто подхватил грипп. Также фиксируют новые случаи с ковидом, причем нередко повторные случаи заболевания. Чем опасны COVID-19 и грипп для сердечно-сосудистой системы организма человека? Какая реабилитация необходима перенесшим эти заболевания? Гостья студии Елена Попова, врач-кардиолог, доцент мединститута Северо-Восточного федерального университета. Елена Капитоновна, здравствуйте. Добрый день. Как грипп, ОРВИ и ковид влияют на сердечно-сосудистую систему организма человека? Добрый день, уважаемые телезрители. Да, абсолютно верно. Мы отмечаем последние месяцы рост заболеваемости не только уже хорошо нам знакомый на протяжении 3 лет это вирус SARS-2 COVID-19, но и подняло актуальность это грипп N1H1 и различные подтипы респираторных вирусных инфекций. Вирусы как SARS-2 COVID-19, так и вирусы гриппа могут непосредственно повреждать сердечную мышцу, сосуды и с развитием неблагоприятных последствий и прогнозов. Какие же симптомы могут наблюдаться при данной патологии, если мы видим, что имеется воздействие вируса на сердечно-сосудистую систему? Первое – это, конечно же, боли в грудной клетке, за грудиной, в области левой половины грудной клетки. Это общая слабость, немотивированная усталость, недомогание, одышка, связанная с физической активностью, снижение толерантности к физической нагрузке. Это учащенное сердцебиение, нарушение ритма сердца. Это неритмичность пульса, нарушение показателей уровня артериального давления, как в сторону повышения, так и в сторону понижения может быть. Это признаки сердечной недостаточности. Могут быть симптомы головокружения, вплоть до кратковременных потерь сознания, синкопов. Это могут быть отеки нижних конечностей, И, соответственно, тут можно задать вопрос, как же воздействует вирус и что приводит к таким симптомам. Да? Здесь, так как мы уже живем 3-й год в условиях контакта с вирусом SARS-2 COVID-19, проведено уже очень много научных исследований, на основании которого мы можем сказать, что первый механизм воздействия – это системное воспаление организма человека, на основании которого происходит нарушение иммунного ответа, нарушение аутоиммунных повреждений. Второе – это прямое воздействие повреждения на сердечную мышцу, получается, вирусом. Да? Второе – это в сердечной мышце и в стенке в сосудистой стенке содержатся определенные рецепторы, медиаторы, ферменты, которые при контакте с этим вирусом происходит нарушение дисбаланса, равновесия этих рецепторов, медиаторов, ферментов, которые приводят к воспалению внутренней оболочки сосудов, вследствие чего происходит нарушение проницаемости сосудов, и как следствие сосудистая стенка становится более жесткой, уменьшается эластичность сосудистой стенки, и в итоге происходит снижение периферического сопротивления сосудов, вследствие чего у пациента может повышаться уровень артериального давления. Да? И третий механизм – это повышенное тромбообразование на фоне сгущения крови, следствием которого может быть образование микротромбов. Да? И здесь можно отметить, у каких людей чаще всего бывают повреждения, да, воздействия на сердечно-сосудистую систему. Здесь мы можем отметить, первая группа – это, наверное, лица, которые уже имеют в анамнезе своем сердечно-сосудистые заболевания. Да? Это такие, как артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца,
стенокардия, перенесенный инфаркт миокарда, это нарушение ритма сердца, это сердечная недостаточность, это транзиторные ишемические атаки мозгового нарушения, мозговые инсульты, это сахарный диабет. А вторую группу можно отнести людей, которые не имеют на момент вирусной инфекции каких-либо заболеваний сердечно-сосудистой системы, да, но у них имеется ряд провоцирующих факторов риска, которые могут привести к этим заболеваниям. Опять же, эти все факторы нам хорошо известны. Это избыточная масса тела, ожирение, абдоминальное ожирение, сегодня оно становится актуальным. Это нарушение обмена липидного профиля, холестерина в крови, да? Это нарушение глюкозы в крови, сахарный диабет, курение, гиподинамия. То есть если у человека, который, значит, заболел вирусной инфекцией, имеется провоцирующие данные факторы риска, и, как правило, это часто бывает комплекс провоцирующих факторов, да, то при тех повреждающих механизмах, что мы сейчас с вами обсудили, это может быть как раз запуск новых заболеваний сердечно-сосудистой системы, то есть тех, которых не было до контакта с вирусной инфекцией. Ну вот вы перечислили целый ряд заболеваний, целый ряд симптомов, да, болезней сердца, болезней сосудов. Вот, обратимы ли такие изменения в сердце или в сосудах? Как пройти реабилитацию? Вот, что в себя включает курс восстановления? Ну, во-первых, конечно же, если это далеко зашедшие случаи, то об обратимости, конечно, тут уже говорить затруднительно. Поэтому всегда нужно обращаться в начале, когда появляются какие-либо симптомы, которые мы с вами перечислили, да? Почему? Потому что чем раньше врач-терапевт, врач-кардиолог заметит изменения и проведет определенное тщательное медицинское обследование, дифференциальную диагностику и назначит целенаправленное лечение, то, соответственно, исход может быть благоприятным. И здесь я бы хотела отметить, что не надо игнорировать постковидной диспансеризации. Сегодня мы предлагаем пройти людям после перенесенной вируса SARS-2 COVID-19 это диспансеризацию. Рекомендую не игнорировать. Но вообще, как отражается на сердце повышенная нервозность, состояние тревоги? Как избавиться от такого состояния? И может ли человек вообще себя контролировать? Ну да, конечно же, мы все с вами сегодня живем в век, в общем-то, высоких нервно-эмоциональных стрессов, да, они окружают нас везде и всегда. Но особенно, когда человек болеет вирусной инфекцией, мы говорим, что это системное воспаление организма, да, и, соответственно, активизируются и гормоны стресса, так называемые, да, которые приводят к активации тех именно механизмов, о которых мы сегодня с вами обсудили при контакте вируса на влияние на организм человека. Да. Если как мы будем профилактику делать? Давайте вот этот вопрос, да, скажем. Здесь, значит, так как мы сегодня все получаем информацию отовсюду, из средств массовой информации, из интернета, да, и если вы являетесь человеком впечатлительным, глубоко сопереживающим, да, то я, наверное, бы рекомендовала оградить себя на время, ну хотя бы на время, да, от негативного потока информации и в основном как бы читать это позитивную информацию. Ну, второе, это, наверное, конечно же, окружать себя близкими, родными, любящими людьми. Это семья, друзья, коллеги. Больше бывать на воздухе, гулять, заниматься физической активностью, физическими упражнениями. Это все отвлекает и уменьшает именно вот стрессовые ситуации. Но вообще, каковы нетипичные симптомы сердечных заболеваний? Значит,
К нетипичным проявлениям это, в общем-то, есть несколько симптомов, которые, как правило, люди считают, что это заболевание другой патологии, связанное с другим органом, с другой системой. Да? В первую очередь это надо сказать, что это боли в области эпигастрия, в области желудка, изжога. Но, как правило, эти симптомы, они бывают связаны с физической активностью. Вот. Поэтому здесь нужно тоже обязательно врачу это сказать, да, что у меня вот чаще всего эти проблемы, вот эти симптомы беспокоят именно во время физической нагрузки. Это вот важно. Да. Вторым симптомом, который является нетипичный, это боли в спине, как правило, это в верхней части спины, между лопатками, и они тоже бывают связаны именно с физической активностью. Третьим симптомом мы все знаем, что это одышка, она является симптомом заболевания бронхов и легких. Но тем не менее, если мы видим, что одышка появляется именно при физической, опять же, активности, да, и снижается толерантность к физической нагрузке. Что такое снижение толерантности? Это, то есть, если человек до ковида, например, до вирусной инфекции, до воспаления, да, данную физическую нагрузку легко переносил, то сейчас, если он переносит это с трудом, если одышка появляется при обычной физической нагрузке или даже в покое, это есть тоже, в общем-то, один из симптомов сердечно-сосудистой патологии. Да? Следующее – это головокружение, частые приступы головокружения вплоть до кратковременной потери сознания, да, которые говорят о нарушении, значит, изменения в клапанном аппарате сердца, это пороки сердца в первую очередь, да, и может быть проявлением заболеваний крупных сосудов. Поэтому тоже нужно, в общем-то, обращаться. Да, и ну, таким можно отнести, наверное, не самым, может быть, таким симптомом, который часто, может быть, это проявляется, но, как практика показывает, она после перенесенных как раз вирусных инфекций люди стали часто предъявлять именно этот симптом. Да? Это приступы повышенной потливости во время выполнения обычной физической нагрузки или в покое. То есть потливость, она не связана с физической активностью, да, которая, в общем-то, не должна быть. Остается буквально 30 секунд. Кому показано обязательное посещение кардиолога? И вообще с какой частотой лучше посещать врача? Врача-кардиолога нужно посещать лицам с перечисленными заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Если вы перенесли вирусную инфекцию и у вас имеются какие-либо симптомы, которые мы тоже с вами сегодня изложили, то я рекомендую обратиться к врачу-специалисту, к врачу-кардиологу, и только он сможет назначить целенаправленное лечение. Но после перенесенной инфекции, наверное, в частности COVID-19, Да, все-таки проверить да, здоровье. обязательно. Почему? Потому что зачастую бывает, что человек перенес легкую форме вирусной инфекции, а последствия бывают достаточно выраженные. Елена Капитоновна, большое спасибо за полезную информацию. Спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем успехов в вашей работе, ну и поздравляем с наступающим Новым годом. Спасибо. Вас также с наступающим Новым годом. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.